В эфире вечерние новости. Здравствуйте. И вот некоторые темы, о которых поговорим в этом выпуске. Загрязнение реки зафиксировали в Нерюнгринском районе. Предположительным источником стала дамба-отстойник промышленного предприятия. Въезд в город закрыт, предприятия перешли на автономный режим и полная самоизоляция. Каким стал Алдан после введения карантина и как к принятым мерам отнеслись жители? Лидеры разных религиозных конфессий призвали совершать обряды дома и не посещать храмы. Наши корреспонденты проверили, соблюдаются ли меры предосторожности в молебнах Якутска. Загрязнение реки выявили в Нерюнгринском районе Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии. Комитет экологического надзора провел обследование реки Верхняя Нерюнгра. По результатам установлено поступление загрязнительных вод. Источником их стала дамба-отстойник, эксплуатируемая обогатительной фабрикой «Якут-Уголь». Госинспекторы отобрали пробы воды и направили в лабораторию для проведения экологической экспертизы. По данному факту возбуждено административное расследование. Решение о введении карантина в Алдане было принято на основании нескольких факторов. Первое – это довольно высокая плотность населения. На 33 квадратных километра там проживает более 20 тысяч человек. Второе – это анализ очага заболевания и его происхождения. На основе этих данных главный санитарный врач Якутии вынес представление в адрес главы Алданского района, что в свою очередь послужило основанием для подписания главой республики указа о введении карантина. Об этом нашему телеканалу рассказала зампред правительства Якутии Ольга Балабкина. Также она рассказала, что все учреждения города будут работать в автономном режиме. На некоторых жизнеобеспечивающих предприятиях будет установлен режим круглосуточного нахождения на своем рабочем месте. Поэтому сегодня непосредственно Алдан является первым муниципальным образованием в республике, в котором вводится полный карантин. Данный полный карантин предусматривает отсутствие въезда и выезда из города Алдан, то есть непосредственно передвигаться и находиться в городе Алдане уже сегодня могут лишь только пересекать границу, могут лишь только сотрудники медицинских организаций, которые обеспечивают охрану правопорядка и, соответственно, сотрудников жизнеобеспечивающих отраслей. Карантин, наверное, это самая жесткая мера, но это единственная мера, которая сегодня позволяет остановить течение заболеваний. Региональный волонтерский корпус отправил в Алдан, где с сегодняшнего дня действует карантин, средства индивидуальной защиты. Медицинские маски и антисептические средства передадут добровольцам, которые в эти дни оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам. Как сообщил председатель волонтерского корпуса Александр Сусоев, в Алдан отправлено 630 многоразовых и одноразовых медицинских масок, а также антисептические средства. На сегодняшний день в районе насчитывается 52 волонтера, в том числе 26 человек в самом Алдане, 10 в Нижнем Куранахе, 8 в Тамоте и 8 в Хатыстыре. Все прошли онлайн-обучение, ознакомленные с техникой безопасности. Достаточным количеством средств индивидуальной защиты обеспечен Хангаласский район Якутии. Об этом сказал главврач районной больницы. Местная администрация закупила и передала медикам 100 противочумных комбинезонов многоразового использования. К слову, в точно таком же костюме президент Владимир Путин посещал московский госпиталь для больных COVID-19. Также в учреждении в наличии имеются специальные респираторы, рассчитанные на 18 часов ношения. Дополнительно поступят медицинские маски, направленные из китайской провинции Хэйлудзян. Комбинезоны и респираторы, а также очки, перчатки и прочие защитные средства распределили между медицинскими учреждениями района и бригадой скорой помощи, в том числе находящимся в сельских населенных пунктах. Мы на скорой помощи сейчас создали отдельную бригаду специализированную. Эта бригада у нас занимается забором анализов, эвакуации контактных там, и так далее. Выезжает вплоть до Улаханан, Титары, ездят они, да. Там в Наслегах у нас медики сейчас этим не занимаются. Где специализированная бригада достает, там и ездим этой бригадой чисто отдельной. Они там прошли специальный инструктаж, имеют эти все средства защиты, специально обучены. Кроме того, в конце смены организована площадка для дезинфекции автомобиля по всем правилам. Там производится помывка, обработка дезинфицирующим раствором и устанавливается там специальная ультрафиолетовая лампа, чтобы обеззараживание. И костюмы они тоже
специально снимают в определенном месте и проводится также их обработка. Усиленное патрулирование улиц в Якутске продолжается. Ежедневно в наряд заступают порядка сотни полицейских в разных округах города. Проверяют как центральные улицы, так и дворы жилых домов. Штрафы пока не выписывают, ведут разъяснительную беседу и проверяют на наличие индивидуальных средств защиты. Также полицейские отмечают, что в последние дни людей на улицах становится все меньше. Однако те, кто все еще позволяют себе прогулки на свежем воздухе, продолжают не только ходить по улице, но и пользоваться общественным транспортом без масок и перчаток. Господи, вы другого человека не могли найти, а? Еще раз? Я сейчас тороплюсь, вы другого человека не могли найти. автобусов? И что, другие должны страдать из-за того, что часть людей в карантине сидят? Самоизоляции надо соблюдать и по необходимости не выходить. Все время был, только сегодня впервые вышел. Мне нужно лекарство, там нету. Масок тоже нету там. В общественном месте без... Ой, я иду в банкомат. Банкомат идете? Откуда Пенсию идете? снять. Пенсию откуда идете? С Аюнского. Аюнского? С Да. дома или откуда? Из дома. Сейчас откуда? С остановки вышли, с автобуса? Да. Вы в автобусе тоже ехали без маски, да? Да. Понимаете, то, что вы не соблюдаете дистанцию 1 метр там в автобусе? То, что у вас идет контакт с пассажирами. Почему маску не приобрели в аптеке? Или на работе, где вы подрабатываете? Ну, забыл просто. Патрулирование усилено и в Ленске. Полицейские для обходов улиц города привлекли добровольные народные дружины. Глава Ленского района поручил усилить контроль за соблюдением жителями режима самоизоляции. Теперь патрули обходят общественные места с 19 часов вечера. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности. Практически последние дни, вот вчера-позавчера, практически в общественных местах народу не было. Если где-то встречается, значит, которые идут в магазин, там, с работы и так далее, ну и бывает, что гуляют рядом возле дома, мы с ними проводим профилактические мероприятия, беседы, чтобы сидели дома в целях безопасности своих близких и так далее. Да, пока сейчас идет разъяснительная работа, но более жестче. Вот мы разработали уведомление, где здесь написано, что ответственность может наступать за нарушение данного режима. Ну, конечно, стараемся убеждать народ. Народ в основном понимает, находится дома. Вот, поэтому грубых таких нарушений не было. Поэтому, в принципе, наверное, нет необходимости подвергать к ответственности или штрафа. Сегодня христиане отмечают Вербное воскресенье. Оно предшествует крупнейшему православному празднику Святой Пасхи, который пройдет ровно через неделю. В связи с возникшей в стране эпидобстановкой патриарх Кирилл обратился к верующим с призывом по возможности оставаться дома. Многие сегодня из нас вынуждены возложить на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах. Таковым говорю, пусть место вашего уединения станет для вас пустыней личного и семейного молитвенного труда. По евангельскому слову. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Понесем, братья и сестры, временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних. Представители и других конфессий в Якутске рассказали, что их прихожане придерживаются режима самоизоляции. Так ли это на самом деле? Дмитрий Тымыров посетил молебны Якутска. Ограничения в столичных храмах и церквях были введены еще в конце марта, когда вышел указ главы региона о противодействии борьбы с распространением COVID-19. Сегодня во всех религиозных центрах Якутска пустые залы, в объектах находятся лишь священные служители. Ну, как был издан указ президента республики Арсения Сергеевича, мы сразу же, подчиняясь этому приказу, что не собираться более 50 человек было изначально, мы сразу же закрыли пятничную молитву, потому что у нас в пятницу так достаточно большое количество собирается верующих прихожан, которые совершают молитву. В столичном Датсане тоже введен режим запрета посещения храма. Но, как говорят ламы, они проводят свои обряды с использованием современных технологий. У нас было запланировано на большие молебны, конечно, да, вот. В связи с самоизоляцией, с карантином, все отменили и проводим там в закрытом режиме через онлайн.
Вот, а священнослужители, они находятся постоянно здесь, вот, никуда не выходим, да, самоизоляция. Также по обращению председателя синодального отдела Московского патриарха по взаимодействиям церкви с обществом и СМИ Владимира Лигойда ограничение посещения церквей во время православных праздников не обязательно. Цитата: «Пасха – время радости, а не скорби об усопших. Таким образом, отказ от посещения могил наших предков в день Воскресения Христова не является ни грехом, ни предательством памяти умерших». Конец цитаты. Все эти мероприятия направлены на защиту населения от распространения свирепствующего коронавируса по всей планете. Так что оставайтесь дома и не подвергайте себя и окружающих к опасности. Дмитрий Тымыров, Джустан Иннокентьев, Якутск. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь на нашем канале.